начну с Михаила Николаевича. Михаил Николаевич Бурдин – заслуженный артист, народный артист Республики Коми. Ваши аплодисменты. Супруга Михаила Николаевича и участница ансамбля «Зарни Ань» Любовь Михайловна Бурдина. Очень активный, творческий человек, музыкант Артемий Барсуков. Михаил Николаевич, с вашего позволения, начнем с вашей истории. Ну, мне всегда сложно начинать с самого первого, потому что, как правило, я всегда заседал на художественных советах, филармонии и еще Министерство культуры, поэтому я всегда где-то второй или третий человек. Михаил Николаевич, как скажете, можем Артемию сейчас поручить, он начнет. Третий человек, который, так сказать, говорит какие-то рецензии, комментарии и все остальное прочее к происходящему. Я, наверное, не случайно попал. Хотя, с одной стороны, я хотел быть, конечно, и историком, и археологом, и геологом, и кем только не быть. А когда мне исполнилось 16 лет, я хотел вообще даже стать чуть ли не военным летчиком, но по профнепригодности, то есть в смысле по своей, так сказать, по своему здоровью, меня просто выгнали из военкомата. И я был настолько счастлив, что, ну, наверное, это было хорошо. Почему? Потому что я продолжал заниматься своим делом, вот, и когда вот в школу, в Большерудскую школу приехал Прометей Чисталев, вы знаете, это гениальный просто фольклорист, музыковед, композитор, в общем-то, он и у меня как бы явился вот крестным отцом, вот, ну, случайно, как говорится, вот так, ну, может быть, и не случайно. Вот. Он пришел в школу, показал там вот несколько песен и все, и говорит, кто хочет быть музыкантом, давайте мы в этом году будем производить набор, и вы можете добро пожаловать в наше музыкальное училище. Я, естественно, дал один из первых дал согласие, вот. Но на следующий день, когда он уже как бы уже должен был прослушаться по каким-то форс-мажорным обстоятельствам, он в пургу, в метель, говорит, вообще чуть ли не вот это вот замело все, он, значит, они на сани и уезжает. А я за санями бегу, куда ты? Прометей, ну куда? Без меня, вот ты меня не прослушал. Конечно, какая там вьюга, какой Прометей, о чем мы мечтали вообще? Ну, все равно, вот как бы, так сказать, мечта, она осталась, и я решил, как бы вдохновленный о том, что у меня какой-то слух есть, а я с детства, еще с 5 лет играл на гармошке, которую еще дед у меня привез с Богословского завода. И вот на этой гармошке я учился играть, меня учили и братья более старшие. Вот. Наверное, это было тоже не случайно. И затем уже, как бы, так сказать, уже по, ну, как бы, так сказать, по наезженной я уже поступил в музыкальное училище, а вот в музыкальное училище я очень смешно поступал. Это вот самое интересное, пожалуй. Я, значит, захожу в класс, а там в классе сидит Прометей Ионыч Чисталев, Яков Сергеевич Перепелица, Анатолий Матвеевич Власов. Короче, весь цвет, вот, как говорится, вот этих музыкантов, великих музыкантов нашего времени, того времени и нашего времени, вот, сидят. Ну, я зашел в кирзовых сапогах, у меня ничего нет, Малюскин гач, и то же самое, что мама вот шила. Я зашел, они так посмотрели, Прометей говорит, о, настоящий коми-мужик появился, кычный лук ты сейчас больше луга. Вот, о, вы тут видите, я там был недавно. Я говорю, да, конечно, вы как раз убежали, я хотел прослушаться у вас. Он так говорит, как? Это такое было? Я говорю, да, вот такое случилось. Ну, это, говорит, ты уже извини, а на чем играешь? Я говорю, я играю только на гармошке. Он говорит, к сожалению, на гармошку мы не принимаем. Я петь люблю, я очень люблю петь. Они меня отправили к вокалисту, и есть такой, как это, Михайлов, простите, я уже вот это вот немножечко забыл, и
фамилию, вот так вот немножечко. Короче говоря, он такой строгий, вообще педагог. Он говорит, сколько тебе лет? Я говорю, мне 15. А выйди из класса. Я говорю, это чего? Я говорю, я учиться приехал. Ты еще маленький, говорит, ты говорит, иди, говорит, немножечко подрасти, а потом уже придешь. А я говорю, а если я не вырасту, тогда не придешь вообще. Ну, не придешь, так не придешь. И тут я, значит, вышел и попал в класс Домры. Домры, это Анна Трофимовна, милейший человек. Она говорит, ты знаешь, говорит, в этом году, говорит, пришел, говорит, новый педагог Фессон, говорит, вот, балалаишник, закончил институт Гнесиных, вот тебе как раз туда вот надо идти. А я уже, как говорится, настроен, я уже не знаю, лишь бы только меня взяли. Я уже говорю, ладно, а когда мне прийти? Ну, придешь к началу учебного года, там тебя уже примут, уже ничего тебе не надо будет делать, все. Я пришел и начал, вот с тех пор у меня пошла вот эта вот, говорится, вот это вот музыкальное шествие, закончил музыкальное училище, как по классу балалайки. Ну, я похвастаюсь, что я единственный после музыкального училища получил концертного исполнителя, и, хотя не имеют права давать в училище, не имеют права давать концертного исполнителя. Потому что это среднее образование, это еще не является дорогой, прямой дорогой великое искусство, сценическое искусство. Но, тем не менее, я попал в филармонию, то есть в училище на 3-м курсе. Я вот так вот немножечко перескакиваю, но будучи уже, как говорится, вот в училище меня поймал Вацлав Иосифович Мастеница. И как раз подходил съезд Союза композиторов Республики Коми, и он меня сразу с Коми хороводной персовой вытащил вот на эту сцену. Здесь музыкально-драматический театр, сейчас нигде музыкально, тоже драматический театр, вот, ну, театр фольклора. Вот, и он меня взял к своей бригаду, из 4-го курса я уже начал концертировать, гастролировать вместе с Валентиной Васильевной Есевой. Это великая певица, это не человек, который, в общем-то, с которым я претерпевал абсолютно все ужасы той концертной жизни. Опять же, тот же самый Большой Луг. Это вот когда мы поехали туда, и опять же метель, и автобус у нас застрял, все замерзли, Валентина Васильевна плачет, все, Мастеница там, и Крум, значит, ну что, говорит, ну ты молодой, давай соскакивай, давай иди, беги в Большой Луг, а там 1,5 километра, вот так вот надо было идти. Я, тем не менее, пошел, прихожу, а там уже на меня все, мы на тулок тянуть надо. Кынды Мастеница, кынды Валентина Васильевна Ещева, кынды мы. Пока ты ее на крыске, пока вы ее не вытащите из автобуса, я говорю, никакого концерта нет. Представляете, зрители сидели почти до 9:30, вот, до 9:30 концерт был в 8 часов, потому что там доярки попросили, чтобы раньше не делали. Вот, животновод, короче. Вот таким образом. Затем я уже пришел, проработал 2 года, год с Мастеницей, затем поработал с московскими группами. И в Ленинградскую консерваторию я был принят. Я занимался, честно говоря, я вот вы сидящий вот здесь, и вы не поверите, что человек может заниматься по 12 часов в день. И никогда не поверите, потому что, когда я прихожу, я вообще ночевал в филармонии, спать мне было негде, никто меня не пустил, абсолютно все. И тем не менее, я на рояле спал на рояле, затем спал там, где подставка у этих самых, у дежурной, там прямо на столе, вот как в операционной, вот накрывался только бархатным, сдергивал шторы, и вот это было священное, как говорится, движение к музыке. Это желание. Если бы люди, вот сейчас, вот я бы предложил кому-нибудь вот пройти этот путь, навряд ли ко мне, потому что много раз ко мне приходят, вот сейчас в ансамбле «Зорнянь», то есть я и театр фольклора уже создал, нет, сначала была Парма. Парма была филармония, знаете, вот как это получилось? Еще, получилось это очень таким образом, значит, я захожу в филармонию, а там сидит Яков Сергеевич Припелица, там сидит Прометей Ионович Чисталев,
о, Прометей Ионович говорит, вот, ты, Яков Сергеевич, ты помнишь вот этого мальчика, который там в училище хотел поступить? Вот, говорит, давайте мы его сюда вот возьмем, давай фольклором ты будешь заниматься? Я говорю, не, фольклором я не буду заниматься. Нет, ну, если бы, конечно, я честно говорю, что у меня крестными были Прометей Ионович Чистолев и, конечно, Яков Сергеевич Перепелица. Если бы не Яков Сергеевич Перепелица, мне немножечко было... Прометей Ионович немножечко такой, не внушающий доверия был. Вы помните, у него такая внешность, такая интересная, такая смешная. Я как-то вот так не сразу проникся, что это великий человек, и у него не вот этим вот, а вот то, что у него там внутри, вот это вот в голове, что у него в душе. Это великий человек на самом деле. А я, ну что, я пришел и такой молодой, наполненный, такой, знаете, вот это вот внутренние амбиции. Я хочу. А что я хочу? Я работал в Ленинградской филармонии, меня перераспределили в Коми республиканской филармонию. Это тоже была какая-то несправедливость была своего рода, потому что я уже после распределения, то есть после окончания получил распределение в Ленинградскую филармонию. Я прошел конкурс, работал в Андреевском оркестре, оркестре радио и телевидения, работал во многих бригадах в Питере, и мне, конечно, было очень интересно там работать. Но, вы знаете, дело в том, что обком партии наш обком партии обратился в Ленинградский обком партии спустил на Ленинградской горком партии, а горком партии спустился, как говорится, до консерватории, и Яков Сергеевич, то есть Павел Алексеевич Серебряков, ректор. Ну, вообще-то, у меня почему-то всегда были очень много контактов с такими великими людьми. Он меня вызывает, говорит, а мы с ним очень много работали по организации фестиваля «Белые ночи», вот это фестиваль, это мы организовывали вместе с Павлом Алексеевичем Серебряковым, «Белые ночи», потом «Студенческая весна», тоже мы с ним организовывали. То есть я как был на побегушках, конечно, и я был еще секретарем комсомольской организации. Друзья мои, я уже настолько, уже много вам всего наговорил. Вообще, я сразу скажу, что я не гений. Я, может быть, и не столько обладаю талантом, может быть. Но вот пятая точка, которая у меня существует, она гениальная. Пятая точка, вы знаете, вот это вот пятая точка. Это гениальное место, которое, так сказать, оно, в общем-то, человека творит из человека чудеса. То есть, вот, в общем-то, Бог, как бы, так сказать, кинет вот в это место, значит, все остальное уже сбудется. Ну и чуть-чуть вот здесь 5%, может быть, что-то такое. И вот, конечно, благословение, опять же, Прометея Якова Сергеевича Чистолева, то есть Перепелицы и Прометея Чистолева, я начал заниматься музыкой. Как, на ваш взгляд, почему Михаил Бурдил стал тем, кем он является сегодня? Глыбой народного творчества? Это же верхушка. Не было бы счастья. Не было бы супруги, да? Ничего бы не было. Да. Не был бы он отправлен сюда, как по распределению. Так бы и это. Поэтому позвольте вам тоже подарить эти аплодисменты. Спасибо большое. Я понимаю, что твоя история будет короче просто потому, что лет намного меньше, но все равно ее очень интересно послушать, когда это было и как это было, как случилось так, что ты начал исполнять, писать песни, ну и вообще стал таким активным творческим человеком. Микрофончик, если можно. Может, без? Нет, лучше микрофон. Всем привет, пчелам, всем веселым, как говорит мой персонаж, музыкальный проект Коми Морте. Меня зовут Артемий, мне 30 лет, родился в городе Сыктывкаре, вырос и воспитался в селе Выльгород Сыктывдинского района, райцентра. Скажу сразу, в отличие от большинства, множества музыкантов, я не считаю музыку своей жизнью. То есть я полностью не посвящаю себя только музыке, исключительно, потому что занимаюсь творчеством в разных проявлениях, в разных направлениях. Для меня это мое любимое занятие, которое приносит мне доход, которое меня делает как личность, да, становление происходит, какие-то внутренний рост.
проблемы уходят благодаря творчеству. Все это благодаря тому, что я не стесняюсь того, что во мне внутри, являюсь автором-исполнителем и пытаюсь, пробую делать то, делать это, и вот что-то получается. В том числе получается и музыка. Но музыку, непосредственно музыкальную составляющую своих песен я не создаю. Могу создать там мелодию, могу создать мелодию речитатива. В большей степени я себя осознаю и представляю как автор-исполнитель. То есть я пишу слова и исполняю их так, как умею, как вижу, как представляю. Иногда заимствую мелодию своих друзей-музыкантов, которые мне подсказывают, иногда настаивая на своей. В общем, никаких проявлений творчества в детстве у меня не было. Только в детском садике, может быть, я участвовал в какой-то сценке, и тогда воспитатели заметили, что у меня очень низкий голос. Для маленького ребенка очень такой вот какой-то низкий голос. А школьные годы тоже ничем в детстве не занимался, ни танцами, ни пением. Ходил вот так по стенке, пальцем проводил в школьные годы. И только, наверное, в классе в 6-м однажды меня пригласили вести большой концерт в Доме культуры села Выльгород, быть соведущим, со взрослой ведущей у концерта. И вот впервые я вышел на сцену, провел сценарий, учил текст, как все дети это делают, которые ведут концерты. И после этого как-то все подзабылось. В 9 классе, наверное, в 9-8 классе появился интерес к сцене. А у нас в школе сцена-столовая. То есть вот где мы кушали, где у нас стояли столы, это наш актовый зал. Там была сцена, и какая-то активность началась на старшеклассниках, она ведь в большей степени ложится. Старшеклассники, они подготавливают мероприятия, они помогают педагогу-организатору. А наш педагог-организатор Татьяна Александровна Афанасьева, это мой лучик солнца, это мой наставник, это человек, глядя на которого я зарядился безмерной любовью. Она любит всех и вся, она со всеми детьми вот так вот, она наравне с ними общается. И это чувствовалось, и, наверное, это меня подкупило, мне захотелось быть таким же. Видя, как она работает на сцене, как она шутит, как она преподносит все моменты. Все, я начал брать с нее пример. Она меня приглашала быть ведущим на концертах школьных. И потихонечку я начал захаживать в Дом культуры, потому что Дом культуры буквально вот напротив школы. Ходил к Валентине Николаевне Ликановой, это режиссер Выльгородского Дома культуры, коми-женщина, которая пишет восхитительные комедийные пьесы на коми-языке, просто отвал башки. Там юмор, который понимает народ. Вот они сидят и ухахатываются. Я тоже доходила, она мне училась, как правильно читать стихи. Я участвовал в каких-то сценках, в образах медведя, и вот т.д. и т.п. и всех персонажей. Вот так потихонечку я внедрился в культуру через практику сцены. А музыка появилась, наверное, параллельно, чуть-чуть попозже, когда я услышал направление хип-хоп. Это года 2006-е здесь в России я услышал, начал слушать, и в 2008 году мы впервые попробовали сделать свой хип-хоп, свой рэп, так называемый. Что это было? То есть я писал стихи, мы взяли музыку и попытались эти стихи просто быстро прочитать на музыку, на ритмическую музыку, которая вот ровно идет в бит, как-то это туда уложить, без мелодии, просто быстро прочитать. Это был рэп для нас тогда. Мы научились, как это записывать, через какие-то сложные механизмы, хотя не скажу, что эти механизмы были сложнее, чем во времена, например, Михаила Николаевича, когда там, это вообще, что это, студии звукозаписи, я вообще боюсь представить, да. Для нас мы это могли сделать в квартире с помощью некоторых примочек и на тот момент уже технических новшеств. И мы делали это. Мы сами для себя это пытались, писали тексты, брали чужую музыку, писали тексты, записывали песни в квартире для себя, для друзей, для той же школы на выпускной 9 класса. Там, конечно же, признание в любви девушке. Лирика, она в первую очередь, наверное, дает толчок к творчеству. Но в моем случае еще была лирика и философия. Я не знаю, почему-то я вот уже в 15-16 лет задумывался о смысле нашей жизни, откуда мы появились, кто мы, что мы, почему, вот эта грусть, тоска какая-то во мне такая существовала, которая навевала
эту философию бытия. Надо было куда-то выплескивать. Надо было выплескивать, выплескивалось все в стихи, а после эти стихи накладывались на музыку, получался такой жанр музыки. Откуда появился проект Комиморт? 2012 год, я уже там несколько лет занимаюсь плодотворно хип-хопом со своей командой, большая у нас банда друзей, которые занимаются рэпом. Это андеграунд направление, это музыка не для сцены, это музыка не для радио, не для телевидения, это музыка улиц, музыка пацанов, которые ездят на тачках, которые ведут нездоровый образ жизни. В общем, вот эта вся грязь, которая на улицах, это все мы. Мы олицетворяли все это. Да. Вот так было. По 2012 год, если помните, если знаете, знаете наверняка, БНК объявляет в день города конкурс «Подари городу песню». Вот он проходит, я не знаю, когда начался первый, но в 2012 мы решили поучаствовать. Мы за один вечер написали песенку. Как мы это сделали? Мы использовали музыку, это, кстати, Яков Перепелица, по-моему, Людмила Зыкина, «Сыктывкар». Это название... Да. Я сегодня вот ее переслушивал, именно оригинал. Мы взяли начало этой песни, ее немножко там замиксовали, да, повысили в тональности и сделали на нее бит. И вот Людмила Зыкина поет, и мы сверху читаем рэп про город Сыктывкар, потому что конкурс называется «Подари городу песню». Мы восприняли это буквально и подарили городу песню. На следующий день сняли быстренько клип, покатались по Сыктывкару, поснимали на видео. Все это смонтировали и победили в номинации «Песни для города». Хорошо откликнулось на публике, отозвалось у молодого поколения и у старшего поколения, которые увидели, что молодежь, оказывается, не только ходит там, пинает, да, по подворотням, а еще и может что-то исполнить, может что-то сделать, и сделать это так интересно. С эстрадной стороны в современном направлении музыки. 2015 год. Я порвал все отношения с прошлой жизнью, вот с этой андеграунд жизнью. Пошел учиться в колледж искусств на академический вокал к Ларисе Поповой, заслуженной артисткой Российской Федерации. И тогда у меня был такой момент депрессии. Очень долго я ничего не писал, ничего не делал. Энергия накапливалась. Но что самое важное, я начал невероятно ощущать потерю времени и невыполнение какой-то внутренней миссии. Вот как будто я не исполняю своего предназначения. А его я понял вот как раз таки в том 9 классе, когда я понял, что сцена это мое, мне хочется радовать зрителям, мне хочется приносить улыбки людям. Вот я буду делать все, лишь бы людям было классно, которые смотрят на меня.
Это музыка зовут. Отправляемся мы в тур. По дорогам мы лукаво к мужикам и к мужикам и бабам. Эту музыку буртуй, нам кукушка накукуй. Сквозь зеленые леса раздаются голоса. Мена, муза, музыка, муза, мужика. Мена, муза, музыка, мужика. Эй! Эта музыка внутри, ла-ба-румба, сердце пламенем горит. На своих родных просторах все мотивы на повтор зажигает коневой дым по любви. Мена, муза, музыка, муза, мужика. Мена, муза, музыка, муза, мужика. Мена, муза, музыка, муза, мужика. Мена, муза, музыка, мужика. Музыка, музыка, мужика!